Я продолжаю писать карту дня на 3 августа. Мы смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, это у нас Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев или Дев, а вам нужна первая часть этого видео. Ссылку вы можете найти под этим видео в описании. Также вы можете найти на моем канале Таро Дома. Да, то есть, если вы зайдете на канал, там эти видео будут одни из первых выложены. Или же еще ставить запрос в комментарии можно, да, под этим видео. Напишите, мне нужна ссылочка на первую часть, и я вам ее оставлю в комментарии. Хорошо, значит, все вам рассказала. Теперь смотрим дальше. Весы. 3 августа, среда. Весы. События. Что там у вас? Смотрим. Сразу же первое событие. Маска. Это обман. Вас кто-то может обманывать. Вы можете обманывать. Да, то есть вы тоже можете быть в маске. Но если вы там никого не планировали обманывать, то тогда вас обманут. Ага, скользкое дело. Опять же, понимаете, то есть, возможно, вы кого-то втягиваете, да, в какое-то скользкое дело, а может быть, вас кто-то пытается втянуть и обмануть в какое-то скользкое дело. Тут уже вы поймете, да, то есть это вы или это вас. Деловая встреча, возможно, это будет на какой-то встрече. Конфликт, очень серьезный конфликт мечи. Да, то есть вот эта ситуация со скользким делом и обманом может привести к серьезному конфликту. Поездка. Застолье. Что-то можете отмечать еще в этот день. Может быть, поездка будет куда-то на застолье, на какое-то мероприятие. Слезы. Могут быть слезы радости. Не обязательно, да, это слезы печали. Так, здесь нет. Смотрим теперь вертикали. Нет, нет, нет. Якорь нельзя. И здесь нет совпадений. Значит, у вас очень много получается. Смотрите, первое событие показывает, что может быть обман, может быть какое-то скользкое предложение, заманчивое очень, да, то есть вас кто-то будет куда-то втягивать в какую-то схему. Ну, видимо, вы это вычислите, да, то есть и показывает, что конфликт, возможно, даже поругаетесь по этому поводу. То есть может быть конфликт, может быть встреча, конфликт может быть на встрече, опять же, да, вот на какой-то деловой, связанной с работой, с делами. Может быть поездка, застолье и слезы. То ли слезы радости там будете смеяться до смеха, да, то ли плакать, что-то рассказывать, в общем, какие-то слезы еще могут быть в этот день. Опять же, слезы могут относиться к этой ситуации, да, то есть к ситуации конфликта. Просто они выпали как бы позже, скажем так. Так что может и так тоже быть. В общем, весы, смотрите, да, есть хорошие события, но есть и указывающие на то, что вам надо быть осторожными в этот день, чтобы вас никуда не втянули. Благодарю за внимание. И переходим дальше к скорпионам. Скорпионы. Третье августа. Среда. События для скорпионов. Покажите мне, пожалуйста.
слезы, первое событие. Но это могут быть и слезы радости, поэтому пока не расстраиваемся. Сейчас посмотрим, что нам тут еще события какие выпадут. Удача. Плюсик, да? Удача, везение. Пока вы, по-моему, первый знак, кому выпала удача, да? Поэтому везунчики дня. Выбор, колебания, да? Когда у нас есть два варианта, и мы не можем выбрать. Получение чего-то. Интимную связь нельзя. Подсвечник — это надежда и оптимизм. И больше я не вижу для вас совпадений. Получается, у вас могут быть слезы. Ну, похоже, это слезы радости, потому что плохих событий нет. Да, тем более рядом еще удача выпадает. Это вот прям везет. Да, удачно складываются обстоятельства. Возможно, да, это вот приводит к каким-то слезам радости. Есть надежда, оптимизм. Есть выбор. Перед выбором стоите. И есть еще какое-то получение в этот день. То есть вы можете получить информацию, можете получить посылку, можете получить документ, что-то получите. То есть это на руках часто проигрывается какая-то бумага. Бумага, конверт, справка какая-то. Так что вот такая информация, скорпиончики. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы. Смотрим. 3 августа, среда. События дня для стрельцов. Покажите мне, пожалуйста. События дня для стрельцов. Смотрим. Верность у вас выпадает, первое событие. Да, то есть гармоничные отношения в паре. Лебединая верность. Выбор. Стоите перед выбором. Цыпленка нельзя. Якорь. Якорь показывает, что что-то получается закончить, доделать или где-то бросить якорь, то есть где-то надолго зависнуть, так сказать. Череп. Плохое самочувствие или тема здоровья и медицины. Общение с другом. Может быть, например, проведываете друга в больнице. То есть не у вас именно проблема со здоровьем, а у кого-то, у друга. Хорошие новости. Или с другом, да, разговариваете на тему медицины, здоровья, болезни, да, например, и друг рассказывает какие-то хорошие новости. Конфликт. С кем-то серьезный конфликт. 2 меча. 2 разных мнения, разногласия.
И это, смотрите, подсказка, это будет в деловом общении, да, то есть это именно деловые. Это точно не с другом вы поругаетесь, а видно с кем-то вот будет общение по работе, делам, и может быть конфликт. И показывает еще может быть прибыль в этот день. Корону нельзя. Подарок нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, в этот день точно все хорошо в личной жизни. Дальше у вас будет выбор какой-то с утра. Да, вам придется выбирать из двух вариантов. Получится что-то закончить, доделать. Будет общение с другом, подружкой. Да, то есть вы будете обсуждать какие-то хорошие новости, будете обсуждать тему здоровья, болезней. Дальше может быть конфликт в этот день еще, причем серьезный. Может быть деловое общение и финансовые поступления. Да, смотрите, какой у вас день. Да? То есть и много очень хороших событий, но есть и минус, это конфликт. Ну, конфликта можно избежать, если постараться. Потому что, да, вот все остальные события прям все замечательные. Благодарю за внимание. Стрельцы, и перехожу я дальше к козерожкам. Козероги. Третье августа, среда, события дня. События дня. Не слушаются карты. Интересно, что там такое? Прям вот не слушаются и все. Угу. Ссора небольшая с утра. Или желание навести порядки. Выбор, колебания. Хорошие новости. Тайная встреча. Может быть, выбор идти, не идти на эту тайную встречу. Верность, гармоничные отношения. Может быть, это какой-то сюрприз для вас готовит любимый человек, да, допустим, девушка, парень, муж, жена, не знаю. Да, то есть свидание, о котором вы пока не знаете. Ну, не должны были знать, по крайней мере. Так, успех, все хорошо будет в делах. Ожидание. Событие, которое повторяется каждый месяц. Может быть, даже ожидание этого события. И разлука чемоданчика. Вы можете кого-то провожать с чемоданом, сами уже, то есть расставаться на время. Сейчас я еще проверю. Горизонтали нет, вертикали нет, 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 нет. Нет и нет совпадений. Значит, что у вас получается? В этот день очень, смотрите, сколько много событий. 4, 5, 6, 7, 8, 9 событий. День, ну вот у меня, понимаете, я когда и карты мешала, они там переворачивались, падали, крутились, вертелись. То есть показывала много, суета, да, то есть много дел. Поэтому вот и столько событий выпало. Значит, первая ссора может быть, либо желание навести порядки. Выбор. Хорошие новости, какая-то тайная встреча,
гармоничные отношения в паре, успехи в работе, в делах, ожидания, ожидание события, которое повторяется периодически каждый месяц, возможно, даже ожидание этого события, и разлука, расставание с кем-то в этот день. Но это временное, да, то есть чемодан показывает, что на время человек, может быть, куда-то уедет. Так что, козерожки, вот такой день. Да, сказать, как бы плохих событий вроде бы как и нет, но кроме ссоры. Ну, событий будет очень много. Благодарю за внимание и перехожу дальше к водолеям. Так, водолеи. Среда, 3 августа. События для водолеев. Покажите мне, пожалуйста. 3 августа. У вас может быть событие в доме какое-то в этот день. Ну, в доме, в родне, в семье события. Скользкое дело может быть. Гости. Смотрите, правда. События и гости рядышком выпадают. Надежда, оптимизм. У вас какие-то, вы возлагаете большие надежды на скользкое дело. Вы же понимаете, да, скользкого дела никаких надежд можно не получить. Это обман. Да, то есть вы не понимаете, что это обман, возможно. Так что будьте осторожны. Разлука. Это может быть, например, после общения, да, с гостями. Расстаетесь. Казенный дом нельзя. Поступления финансовые. Общение с друзьями в этот день. Может быть, друзья будут на этом событии. Отличное настроение, солнышко. Якорь показывает, что вы много проводите времени где-то, возможно, да, на вот этом событии. Или якорь еще показывает, долго будет хорошее настроение. Да, то есть якорь это всегда долго. Так, и теперь сейчас еще посмотрю горизонтали, вертикали. Горизонтали нет. И вертикали тоже не вижу. Значит, у вас в этот день, смотрите, очень много хороших событий, да, то есть это какое-то мероприятие, да, с гостями, финансовые поступления, отличное настроение будет долго, общение с друзьями, да, ну и разлука потом после этого общения. И единственный минус у вас – это какое-то скользкое предложение или дело вам сделают заманчивое, да, на которое, ну вот, очень сложно будет отказаться, и свечи показывают, вы будете возлагать большие надежды на это дело, да, то есть вам будет казаться, что это прям что-то, ну, супер. Но карты говорят, нет, это обман, вас обманывают. Поэтому будьте осторожны, если будут какие-то предложения в этот день, да, какие-то прям, ну, супер выгодные, лучше перепроверьте, да, пересчитайте, проконтролируйте, там, переспросите, проконсультируйтесь, может быть, с кем-то, потому что здесь вас кто-то пытается поймать на свою удочку. Так что, водолей, будьте осторожны. Такой единственный минус у вас выпал на среду. Благодарю за внимание и перехожу дальше к рыбкам. Рыбки.
3 августа, среда, события дня. 3 августа, среда, события дня. Покажите, пожалуйста, что у рыбок будет в среду. Неприятность, смотрите, может произойти какая-то. Прям с утра первое событие. Но в этой колоде я вам не могу сказать, по вашей это вине, не по вашей. Поэтому будьте на всякий случай предельно осторожны и внимательны. Прибыль может быть. Победа. Скользкое дело. Может быть намек, что это и есть эта самая неприятность. Казенный дом. То есть у вас может быть предложение скользкое в каком-то госучреждении, да, то есть куда-то приходите, и там вам что-то заманчивое предлагает. А давайте сделаем быстрее, да, вот вы тут заплатите, мы тут быстренько обойдем, да, какие-то моменты, то есть, понимаете, в казенном доме вас будут соблазнять на что-то. Ну, если выпадает рыба, она говорит, это обман, да, то есть это не получится, вот так как задумывается, не будет, вы будете в итоге разочарованы. Поэтому, если вам там будут, да, что-то предлагать, вы лучше подумайте 10 раз. Лучше пусть это будет дольше, но вы точно будете знать, что, да, вот получится как положено. И еще может быть застолье в этот день, какое-то мероприятие. Так, сейчас я посмотрю еще горизонтали, вертикали для вас. Слезы, видите, рядом с этой рыбой ложатся. Потом будете расстроены. Угу. Здесь нет совпадений. Либо это могут быть, у нас идет застолье, да, у вас, и потом идут слезы. Может быть, слезы проиграются на застолье. Например, там вы можете смеяться до слез, да, или кто-то расскажет грустную историю, да, можете всплакнуть, то есть может и так быть. Так, у вас неприятность в этот день с утра, да, то есть опять же неприятность может быть, что-то потеряли, забыли дома, да, то есть вышли, что-то не взяли с собой, поэтому будьте осторожны. Попали там, не знаю, например, в пробку, да, не рассчитали время. В общем, какая-то неприятность. Дальше финансовые поступления и победа, да, выигрыш, победа. Я думаю, что, может быть, флаг говорит о том, что вы с этой неприятностью разберетесь, поэтому, да, вот не переживайте. Дальше посещение еще будет госучреждения, и там будет какое-то скользкое предложение. Также будет застолье и могут быть слезы в этот день. Вот такие события. Видите, вроде бы с одной стороны хорошие, да, там прибыль, победы, да, и тут же, понимаете, и минус. То есть такой день какой-то вот двоякий. Нельзя сказать ни хороший, ни плохой. Поэтому надо вам быть осторожными в среду, да, быть начеку, чтобы избежать неприятностей и какого-то обмана. Вот такая информация у меня для вас, рыбки. Благодарю за внимание. И жду вас, конечно же, на своих новых видео.